Привет, Туман! Привет, привет! Привет, как жизнь молодая? Хорошо все, да? Ну и хорошо. Вот и поговорили. Всем привет, друзья! Поздравляю вас сегодня с вербным воскресеньем. А сегодня именно этот светлый день. Мы едем на природу. Ну как сказать, на природу? За вербой едем. Гена, куда мы едем? За веточками елбы из-за того, и намылу, чтобы набрать из того чистую воду. Все правильно, мы едем за веточками вербы и на Мылвинский чистый колодец за водой, за чистой водой, от которой нет накипи в чайниках, которая очень вкусная. Ну, короче, вы сами сейчас все увидите. Поехали. Поехали, Туман, скажи, да? Поехали! В это воскресенье я стараюсь всегда быть дома. Года 2 назад у нас уже был ролик «Вербное воскресенье». Ссылочку я оставлю в описании. Вот здесь вот в правом верхнем углу будет ссылочка на этот ролик. Можете посмотреть. Геннадий мелкий там был еще совсем мелкий. Мы ходили по Попчинской дороге, по дороге, которая ведет в мою родную деревню. Прогулялись, погодка была отменная. Рассказывал, приехал только с рыбалки, были кадры с рыбалки. Можете глянуть, что и как это было 2 года назад. Ну а сегодня мы поедем, глянем речку Мылва. Говорят, она уже открылась полностью. Посмотрим на нашу красавицу Печору, в каком она состоянии. Ну и, конечно же, наломаем веточек. Сегодня вербное воскресенье, а это значит, что возле образов надо поменять веточки. Каждый год в этот день мы это делаем. Все, поехали. Весна у нас, можно сказать, в этом году относительно ранняя. Сегодня 12 апреля. День космонавтики. В этот день, в 1995 году река Печора, были продвижки льда, тронулась. Была ранняя весна, снега почти уже не было. Но это был ранний ледоход. В этом году весна, тоже сказать, ранняя, но зима не хочет отступать. И бывает, что бывают и морозы до -8, до -10. Буквально недавно, вот дня 3 назад еще было -10. И как мы видим, снега, конечно, очень много растаяло, но в этом году было очень-очень много снега. И вон, посмотрите, какие вон сугробы вдоль дорог. А сейчас как раз помойку нашу будем проезжать. Вот она, грязная наша помойка. Вон сколько сугробов. Вон, посмотрите, покажи. Это еще около метра снега как минимум, местами даже больше. Так что я так думаю, что до открытой чистой земли 2 недели как минимум еще будет все таять, будет весна, будет половодье. Ну а пока мы надеемся еще, что разик точно съезжу в тайгу на лесную рыбалку, на таежную речку. Потом попробую половить еще на реке Печора, на продольнике. Ну и, естественно, будем закрывать сезон уже на озерах, потому что когда откроются лесные речки, когда пойдет наша река Печора, наши озера еще будут стоять. Хотя, опять же, когда уже пойдет река Печора, тогда уже будет не до озер, тогда уже... Это уже, друзья, будет совсем другая рыбалка. Рыбалка по открытой воде. Всему свое время. Все мы увидим, все мы сделаем. О, Тёмка. А нет, это Маша. Тёмочка, сестра. Жена. Ну что, когда человек долго живет,
с супругой. Это как уже родственная душа, как сестра уже. Все, включаемся на реке. Слева вот здание нашей гостиницы, гостиница Печора. Стоит около 20 лет, наверное, уже. Так что, если вы приедете в гости в наш район, то не останетесь без крыши над головой. Благоустроенная гостиница, шикарные номера, все успели построить еще до развала Советского Союза. Хотя уже нет, доделывали уже после перестройки. Вроде как. Это наша центральная улица, улица Советская. Раньше была центральная улица Кирова, на которой сейчас мы приедем. Улица Кирова была расположена вдоль реки Мылва. И поселок наш так и назывался Мылдин, то бишь возле Мылвы, возле реки Мылва. А Мылва в районе Троицко-Печорска как раз впадает в нашу реку Печора. Вот здесь слева стояла вот церковь, потом районный дом культуры РДК стоял, сейчас разобрали. Вот эти лиственницы помнят РДК и церковь. А вот сейчас мы спускаемся, направо идет у нас улица Кирова, раньше которая была центральная, направо, налево это все была улица Кирова вдоль реки. И сейчас мы выезжаем на пристань. В советские годы здесь стоял павильон Ягодка, слева, вот где эти кустики, вот слева стоял павильон Ягодка, соки, воды, все там продавалось. А здесь стоял дебаркадер, не дебаркадер, а, как сказать, плавучая пристань, короче. Позавчера здесь газелька съехала, была на железный мост. Вот как мы видим, река Мылва уже открыта. Пойдем выйдем. Сейчас я вам покажу. В эту речку впадает такая река Сойва, которая, не знаю по какой причине, но там вода очень теплая. И ниже Сойвы, где она впадает, без ледохода, просто лед прогнивает. И она вот открывается все ниже и ниже с каждым днем. Здесь была крещенская купель, если вы помните, на крещении я купался здесь. Сейчас все это уплыло, вся эта конструкция, все там плавает каждый год. Полностью вон какая большая водная акватория открыта. На Печора вот здесь идет пляж дальше. А за этим пляжем вот там находится наша река Печора. Вот она идет вдоль пляжа. И где-то вот в этом районе она происходит слияние. Ну, чуть ниже там вот, в конце пляжа происходит слияние реки Мылва и реки Печора. А вот мы подъезжаем к реке Мылва. Заехали на Мылвинский мост. Сейчас потихонечку поедем. Покажу вам эту северную Мылву. Правильное название вроде Северная Мылва у нее. Как мы видим, с берега до берега она уже вся растаяла. Ледохода здесь не бывает, она просто тает. Очень-очень рано. Ниже того места, где она сливается с рекой Сойва, она просто вся так рано открывается. Вон, смотри, веточки верба. Вот ее сколько. Вот здесь мы ее наломаем где-то поблизости. Вон она здесь, какая красивая верба. Вон слева тоже есть верба. Сейчас на обратном пути, да? Угу. Вот здесь мы сейчас остановимся где-нибудь и прогуляемся. Вот ее сколько намотано. Смотри, вон. Красивая какая верба везде. Веточки верба. Вот здесь мы и наломаем эти веточки. Вот слева возле моста. Сколько этих веточек красивых. Первым делом сейчас наберем чистенькой водицы, а потом остановим машину там за отбойниками где-то ближе и
И прогуляемся пешочком на эту сторону. И заодно посмотрим поближе эту речку. Направо у нас дорога на Якшу, налево на Мылву. Якша 120 километров от нас, там находится лосеферма. Там начинается Печора-Иловский заповедник. К этому источнику, к этому колодцу никогда не зарастает народная тропа, потому что здесь не только поселок Мылва. Здесь набирают воду весь районный центр, да и так, наверное, много кто приезжает. Мы тоже набираем запас, вот 2 канистры 30-литровые и 10 литров, это нам 40 литров, в принципе, хватает на пару недель точно. Вода не портится, вода очень вкусная и нет накипи. Вон, посмотри, какой здесь колодец. Вот. Смотри, там и у него не туда. То надо новый будет потом. Да, чистейшая вода, почему-то только здесь. Вон, вы посмотрите, какая чистая здесь вода. Просто кристально чистая. Вот это действительно святой источник. Я даже сырую воду пью, и она очень приятная на вкус. А ты, Генка, был здесь? Да, здесь нет. Нет, первый раз. Ну да. Без взрослых сюда ходить не надо, а то можно упасть в колодец. Понимаешь? Да. К колодцу вообще лучше детям не подходить. Помните, я возил в ледник кусочки льда? Вот это именно здесь, когда лед собирается, вот такая большая куча вот собирается, здесь его выпиливают кусками. И именно отсюда я возил лед в ледник. Не надо заморачиваться, выпиливать с реки. Если уже готовый берешь, я возил. Сам поселок расположен наверху. Раньше здесь стоял сосновый бор. Здесь идет спуск, ниже начинается болото. Здесь, видать, обнаружили, что бьют чистые хорошие ключи. И люди добрые построили этот колодец, из которого, повторюсь, уже не только вся Мылва, но и весь райцентр приезжает сюда за водой. Если в городах чистую воду покупают, бутылированную воду в бутылях, не знаю какого качества и где ее взяли, то здесь, слава богу, пока все бесплатно. Природная чистая вода. Это не водопроводная. Готово. И еще ведерочка. А зачем вам эти мелкие тонись, бутылки? Что? Для тебя? А, мелкие бутылки. Ну, чтоб ты тоже помогал нам, Ген. Носить? Да. 30-литровые папа сам понесет. А 5-литровые ты будешь помогать нести. Поможешь отцу? Ну, да. Молодец. Настоящий помощник растет.
Всегда будешь папе помогать, да, сынок, когда вырастешь? Да. Вот так вот, все культурно, все хорошо. Что, Геннадий, сможешь 5-литровые тащить? Думаю, смогу. Ну-ка, на, попробуй. Получается? Ну, да. Так, все, Молодец. первый пошел. Настоящий силач. Только аккуратно не упади. Можешь, папа первый пойдет. может одну маме оставить. Подожди, давай папа первый пойдет. Давай. Давай я, только я по одной потащу. Одной вот и буду тащить бутылку, а другой взялся за перила. Ну все, папа первый пошел. Так. Западай потихоньку. Я потом вернусь. Ну и ты потащишь. Вот и подходим мы к реке Мылва. Сейчас посмотрим ее поближе с моста. Да, Гена? Да. Сейчас пойдем на мостик сюда аккуратненько. Пойдем на мостик. Вот такой мостик здесь. Вот такой мостик. Высокий мостик. Вот он высокий. Какой мостик у нас. И вот такая вот у нас северная Мылва. Река, где очень-очень много рыбы. Рыба-окунь, рыба-щука, рыба-харлик, рыба-сик. Какие еще рыбы знаешь, Гена? Красная рыба. Красная рыба. Ну это после магазина так. Там вот такой ветерок. Такой ветерок подул. Вот он мылый. Вот, слушай, от высоты аж голова кружится. У меня не кружится. Да, конечно, очень высоко здесь. Мелко. Я высоты боюсь, у меня голова кружится. Вон на таких заберегах вот рыбаки рыбачат до последнего. Потому что именно под такие льдины заплывает рыба и клюет, и они сидят, рискуя жизнью, до последнего рыбачат. Вот заберег, там заберег, еще дальше заберег остался. Рыбаки до последнего. Я лично на этой реке рыбачу очень редко, по той причине, что лед здесь всю зиму очень опасный и ненадежный. Хотя рыбаки бывают здесь неплохо ловят и сига, и любую другую рыбу. Окуня также. Видишь, какая река уже вся открытая, льда нету. Что, пойдем за веточками? Пошли. Пойдем за веточками. Сейчас вот там увидели много красивых веток. Правильно, по той дороге, которая идет в Ковку, мы собирали веточки. А что тогда было? Солнечно или пасмурно? Да, солнечная погода. Папа на улице ходил, помнишь? Было такое дело. Это какая машина была? ВАЗ-Буханка, все правильно. Ты марку машин знаешь? Так, Возьми маму за руку, а папа сейчас пойдет веточки. Соберет не веточки. мало, в общем, знаю, мать. Ну там Феррари, вот Бакзини, Нива, 7-ка, 8-ка, Топейка. Запорожец.
Так, вот они. Вот там вот вижу красивые веточки. Ну, тем более вон народ ходил уже сегодня, здесь тропинка есть. Сейчас здесь их обломаем. Так, основную ветку постараемся не ломать. Мы сейчас верхушку отломаем. И от нее пойдут уже побеги. Это дерево будет расти уже шире, а не ввысь. Так что большого урона природе мы не нанесем. Оно как бы даже красивее будет расти. Оно будет пушистое. В этом году у нас весна ранняя, так что верба у нас хорошо уже распустилась. Всем надо собрать. И бабушке, и нам. Кому тете Наде тоже надо, да? Тете Наде набрать. Так, что, сюда положить или в руки дать? Давай сюда пока положу вот на елочку. Так, что у нас еще здесь есть красивое? Вот там вроде есть очень красиво. Так. Ну вот еще вот эту веточку возьмем и хватит, наверное. Ну и хватит. Так, ладненько, все. Потопали к машине. Веточки набрали. Я помню, в детстве еще нас рано утром отец ходит за вербой. И прямо в постели начинали вот так бить и приговаривать: «Будьми здоровыми, энвишми», чтобы все болезни, беды обходили стороной. Веточкой вербы стучу, здоровья пожелать хочу. Все вот так вот говорили. Было и такое. Вот и сломали мы сегодня веточек. Поставим их к образам. И целый год они будут свеженькие до следующего праздника, до следующего светлого вербного воскресенья. Да, Гена? Угу. Так что традиции предков мы соблюдаем, чтим. И дай Бог, чтобы не забывали молодое подрастающее поколение наши вековые традиции. Когда, Геночка, вырастешь, тоже всегда меняй на праздник, на вербное воскресенье, всегда меняй свежие веточки вербы. Угу. Понял, да? Да. Все, понятно, хорошо. Потопали к машине.